Добрый день, мы на крыльях и записываем очередной подкаст. Тема подкаста очень непростая, сложная и связана с недавними трагическими событиями. Сегодня мы будем говорить о насилии над женщинами в быту, говорить о том, насколько женщины в Осетии защищены от и бытового насилия, и психологического насилия, о том, как это освещают СМИ. Но будем говорить обо всех аспектах этой проблемы, с которой, к сожалению, мы все недавно столкнулись, увидев эти страшные и жестокие кадры. Вместе со мной обсуждают Руслан Тотров и Агунда Бикоева. Почему такой состав? Во-первых, наверное, было бы неправильно затрагивать такую тему важную и не спросить одного из основных спикеров, который очень много писал в последнее время об этом. И эти посты твои, Агунда, очень широко расходились, потому что ты затронула очень непростую тему, и ты ее затронула немного не с тех позиций, с которых ожидали все. Потому что, как правило, проблема насилия над женщинами, она бывает в каком-то ультрафеминистическом аспекте рассматривается. Ты очень хорошо подвела это к основам осетинской культуры, что тоже очень важно, потому что мы должны понимать, что есть реальная осетинская культура, есть маргинальная осетинская культура. Думаю, никто не будет спорить с тем, что реальная осетинская культура, она не допускает какого-либо насилия над женщиной. К сожалению, спорят, и именно поэтому мы сегодня записываем подкаст. Ну, Руслан, потому что... Я боюсь уже, как ты сейчас меня будешь представлять в теме насилия над женщинами. Ну, ты описывал все эти события, которые происходили. Да? Ведь это череда событий была. Это да? Так. И мы за этим всем наблюдали. Поэтому ты, хочешь не хочешь, тоже тут как один из спикеров. Ну, я, во-первых, бы хотел начать с момента того, что, вот на ваш взгляд, как было правильно ли то, что некоторые паблики, инстаграм-паблики, в телеграм-пабликах, не знаю, я не видел там именно этих кадров, но что все-таки эти кадры попали в сеть жестокого убийства. Как, вот, на ваш взгляд, это адекватно, нет, потому что споры до сих пор идут? Безусловно, да. Ну, во-первых, смотри, я в сортах блогеров не разбираюсь, поэтому паблики и прочее пока ставлю в стороне, давайте о СМИ для начала. Потому что кто что публикует в этих ваших одноклассниках. Дискуссия развернулась, кстати, внутри журналистского цеха на следующий день после того, что случилось с Региной Гагиевой, относительно того, что а надо ли было эти кадры, будь то изображение застывшее, либо видео, уже неважно, да, выставлять в сеть. И внезапно обретшие святость некоторые журналисты североосетинские начали с пены у рта отстаивать точку зрения того, что да, это недопустимо, это неэтично, вы стервятники, кровавые псы, падальщики и так далее, и так далее. На что им совершенно рационально, на мой взгляд, и прагматично другая часть, пишущие, снимающие братья, ответила, что простите, порой, и уж тем более в России и в Осетии в частности, именно вот это, обнародование таких кадров, шокирующих, безусловно, да, является, возможно, единственной гарантией того, что дело не замнут. Я вынужден вернуться опять к тому, о чем я говорю каждый день, к делу Цкаева, не имеющему никакого отношения к насилию домашнему, но показательному тем, ты прекрасно помнишь, что сама Земфира всегда давала добро и попросила опубликовать Володины снимки из морга. Ну, ты помнишь прекрасно эту историю, да. И более того, сколько критики тогда, ты помнишь, было вообще в наш адрес? Да. К сожалению, то есть моя точка зрения такая, это СМИ здесь не до сантиментов. Если это помогает общему делу, если это гарантированно не позволит условному там Техову и же с ним не уйти от ответственности, потому что его физиономия, как минимум на этой пленке, то, безусловно, да. А разговоры в пользу бедных, Алик, относительно того, что для чего вы шокируете общественность, ну, давайте, можно, в принципе, унальские груши круглые сутки крутить по всем каналам, но мы живем в реальном мире, к сожалению. В мире, где СМИ и этические нормы, как сферический конь в вакууме, не всегда пересекаются, и это даже неплохо. На примере того, что было с Скайпом, на примере того, что было вот сейчас. Стали бы мы публиковать фотографии Владимира из морга или это видео, если бы мы были уверены в системе, правоохранительной системе, в системе следственной? Наверное, скорее нет, да? Наверное. Но это не серебряная пуля, но это возможный гарантийный билет, понимаешь? Возможная страховка от подковерных махинаций, на мой взгляд.
Агунда, а ты как увидела это видео и как ты считаешь, стоило ли выкладывать? Я вообще такое никогда не смотрю, потому что не по теме, но когда-то давно, по-моему, в 2011 году, я случайно посмотрела видео казни египетских коптов, и мне было очень плохо, поэтому я просто не гонюсь за таким экшеном, я такое не смотрю. Я его увидела случайно. Оно было вклеено в видео одной девушки, которая как раз рассуждала на эту тему, что девочки, не допускайте такого. И тут вот раз, и внезапно это видео, без цензуры, без ничего. Очень тяжело было смотреть, я человек впечатлительный. Но я считаю, что да, надо показывать. Данное видео, я думаю, что без цензуры, потому что, к сожалению, человек так устроен, что ему нужно какие-то вещи просто увидеть, чтобы это нашло в душе отклик. Потому что если мы просто прочли, допустим, там вот мужчина там зарезал свою бывшую жену. Не, скорее бы мы прочли вот так. Там-то было совершено покушение на убийство, девушка в больнице, ну все. Это плохо, но надо это видеть, надо видеть своими глазами. Потому что я написала об этом через 5 минут после того, как я это увидела, я так отрефлексировала, мне надо было это пережить, и я просто на коленке написала пост на эту тему. Возможно, если бы я не посмотрела, я бы удержалась. Потому что я была в курсе произошедшего 3 года назад в Алагире, когда девочка повесилась из-за избиений мужа. Я знала кейс там другой, когда муж жену забил об батарею. Ну, тогда я об этом не написала. А вот сейчас это вот уже какой-то был переломный момент, и, может быть, неловко в этом признаться, но мне пришлось на это посмотреть, чтобы среагировать. Эти истории на самом деле стали периодически выскакивать вдруг. То вот вопрос, это, во-первых, вдруг они стали выскакивать, потому что тоже идет до сих пор спор о том, что это стало появляться сейчас, или это было всегда. Я все-таки сторонник того, что сейчас мы видим слом традиционного консервативного общества, когда многие мужчины пытаются играть роль мужчины в рамках такой жестко консервативной парадигмы, при этом не соприкасаясь с этой парадигмой. То есть это не какая-то реальная консервативная астинская культура, а что-то смесь какой-то маргинальной культуры, там, не знаю, каких-то криминальных историй. А в это же время женщина стала экономически свободна, часто девушки зарабатывают больше своих супругов. Естественно, возникает вопрос, почему у меня какие-то права ограничены, какие-то нет, когда я такой же участник в семье и в экономическом плане, и в любом другом. И мне кажется, что это сейчас происходит. Но опять это, может, я сам себя обманывал, может, это там было всегда. Ну смотри, если ты хочешь с культурологической точки зрения на это посмотреть, и да, и условно вот разделив общество любое на так называемое традиционное и так называемое западное, под традиционным мы сейчас не привязываемся непременно к традициям, просто мы его разделяем так, как это делают культурологи, да, то, безусловно, есть достаточно удобный, хотя мне представляющийся некоторым притягиванием ответы и решения друг к другу. Способ сказать, смотрите, это традиционное общество, это означает то, что, безусловно, я сейчас буду специально упрощать, женщина знает свое место, роль мужчины главенствующая, это жесткий патриархат, или просто, в принципе, патриархат, да, не обязательно жесткий, а получается то, о чем говоришь ты, освобожденные женщины Востока, значит, в нашем случае, вот, значит, инстаграмные девушки Осетии, я без доли иронии сейчас, они хотят уже быть частичкой западного общества, при этом оставаясь в контексте традиционной культуры. Да, консервативной, как ты говоришь. Ну, это удобная версия, да, но не чересчур ли это искусственно? Потому что, я сейчас хочу очень кратко, потому что мне очень интересно, что скажет Агунда по этому поводу. Когда я разбираю кейс за кейсом то, о чем мы говорим, Залоева, вот этот Техов, Гакаев, из-за которого повесилась девушка. Если мы копнем чуть глубже, если мы немножко социокультурную окраску придадим и посмотрим, а какой бэкграунд, что это за люди, из какой они среды, то удивительные вещи ведь обнаружатся. Это, как бы сформулировать, это определенный социокультурный пласт здесь, в Осетии, такой достаточно себе мещанский, да, как сказал бы наш друг, блогер Алихан
Хоранов. Это вот, что называется, нечто среднее. Вот те, кто это все совершает, между детьми подземелья и людьми от Сахи. Понимаешь, что я хочу сказать? Это, безусловно, не люди, которые изначально, в принципе, являлись бы двигателями и образчиками высокой культуры. И вот то, что происходит, возможно, это закономерно, как это было закономерно в 60-е и 70-е годы в каких-нибудь негритянских гетто Нью-Йорка, понимаешь? Где собиралась достаточно маргинальная публика определенной направленности. Такая версия тоже существует. Я не готов тебе сказать, что все непременно ее поддерживаю, как и то, о чем я говорил заранее, до этого, но вот тебе примеры. Вот ты сидишь и анализируешь, а случайно ли получается так, что кейс за кейсом это люди определенного социокультурного пласта? Или это просто совпадение из раза в раз? Вот для меня это открытый вопрос, например. Как ты думаешь? Тут надо очень-очень быть точным в формулировках, что такое социокультурный пласт. Если ты сейчас пытаешься сказать, что, допустим, такие преступления, не ты пытаешься, а многие пытаются сказать, что такие преступления — это вот только вот про неблагополучные семьи, это про определенные какие-то маргинальные круги, это не так. Домашнее насилие, оно затрагивает все категории, социальные категории. То есть это факт. Это может быть и богатая семья, и бедная семья. То есть экономическое благополучие и насилие в семье никак не связаны? Нет. Нет? То есть в основном статистика вот идет, там это алкоголики, наркоманы. Это понятно, но это не значит, что если семья богатая, там этого не произойдет. Ну, конечно, гарантией это не является. На мой взгляд, чаще всего такие преступления, если мы говорим про российскую статистику, то чаще всего насилие над женщиной — это так или иначе связано с историей с алкоголем. Да, это 60-70%, я посмотрела по статистике, это то есть это подвыпившие пьяные люди, и в ходе этого там, убийства или избиения. У нас, я не знаю, есть все-таки какая-то корреляция между экономическим благополучием, потому что это сразу финансовые проблемы в семье, они ведут за собой ворох больших проблем. Но то, что гарантией это не является, там, финансовое благополучие, гарантия того, что человек будет спасен от насилия, это 100%. Ну вот смотри, я тебя перебью сразу, не является гарантией. Однако же финансовое благополучие для многих людей — это вот как способ, не как способ, это им дает безнаказанность. Того же, как там его фамилия, Техова, мать трижды отмазывала, за сленг, извините, она его отмазывала деньгами от суда. А там богатая семья вообще? Ну, я думаю, если она сумела это сделать, наверняка они... Я просто, мне кажется, что, учитывая, что по одному из эпизодов он заплатил административный штраф 5000 рублей, то, в принципе, там отмазать это не стоило больших денег. Если даже по закону за избиение ты 5000 рублей заплатил. То есть человек... Нижняя планка. Нижняя, даже если там взять 100 тысяч рублей, это там же... порог 30 тысяч, от 5 до 30 тысяч. Это же смешно. Это человек, смешно. Которого избили, он больше на медикаменты Причем это потратит. административка. Да, это административка. Так я вот о чем говорю, понимаешь? Мне хочется заглянуть чуть глубже и с Теховым, с Залоевым, с Гакаевым, с ними все понятно. Это вот мы говорили с Зауром Фарниевым в предыдущем подкасте о бесланских террористах, как, возможно, о единственной, абсолютно очевидной субстанции в истории с Бесланом. С ними все понятно, вот абсолютно понятно. Вот и с этими понятно. Я хочу вот о чем вас спросить. Не стоит ли нам корень того, что сегодня делает Техов и его ментальные подельники, искать в том, из каких домов вышли эти Техов и компании? Как ты думаешь? Это комплексная проблема. Здесь будет причин несколько. И в доме Техова, и в доме Регины, и в доме вот этой девочки, которая повесилась 3 года назад. Она не могла сказать своим родителям ничего. То есть это проблема личности жертвы, проблема личности нападающего, их семей, всего общества, всей страны и даже мира. То есть проблема, она многоуровневая, она разная. Но, конечно же, я с тобой соглашусь, что основную роль здесь играет воспитание и дом. Да, это так. Я вот к этому подводил, да. Да, согласна. Потому что мне очень интересно было бы, как энтомологу, исследующему насекомых, посмотреть на семью, из которой вышел тот же Техов, понимаешь?
увидеть людей, которые вот это воспитали. Ты знаешь, а мне даже вот увидеть, даже смотреть Хотя и так не понятно, надо, да, потому что там будет? После фразы сестры Регины о том, что мать трижды сынулю своего спасала, мне уже все ясно стало. Ну, тут же еще надо понять, что у нас в отношении насилия над женщиной, да, у нас к этому люди относятся довольно несерьезно. Например, ну, избили человека, да, он написал заявление, скорее всего, будут говорить, да что ты тебя ну, по-мужски подрался, тебя побили, что ты как там пишешь заяву, ну, кто такой. Ну, вот что-то такое включается в полукриминальные понятия. Ну да, В мужчину отношении, да. стыдят по признаку физическому, а женщину типа, ну что ты вынесла ссору из избы? Ну да, ну тебе пару пощечин он ударил, что тут такого? Ну это бывает, почему ты об этом говоришь, да? И мы еще же упускаем, что помимо физического насилия, да, человек может находиться в среде, когда девушка, да, на которую там, жестоко не избивают, но периодически над ней совершают даже незначительные акты насилия, но она находится постоянно в такой среде, и в итоге это выходит в том, что она пойдет и повесится. Да, Как мы просто видели. даже То без есть- рукоприкладства кошмарят или шантажируют. Да. Конечно, да. И вот тут возникает проблема. Во-первых, с точки зрения осетинской культуры, как мы должны на это смотреть, да? Понятно как, но я хочу, чтобы это было озвучено. И второй момент, где женщине искать защиту, мы же все-таки живем не в родоплеменном строе, мы живем в современном государстве, 2019 год. Должны же быть гражданские государственные институты, где женщина должна иметь возможность найти защиту, поговорить об этом. Да? То есть чаще всего, ну, я не знаю, в Осетии, но в России, если девушку там побили, она просто придет, напишет заявление, и все будут говорить, да забери ты заявление свое, да, ты сейчас забери. И часто жертвы, сами даже если начинаются процессуальные действия, сотрудники, они потом приходят, то я так не хотела, я просто хотела его напугать, и забирают заявление. А я скажу почему. Потому что с того момента, как ты пришла писать заявление, вся эта волокита, в том числе судмедэкспертиза, это все на тебе. Ты должна сама с этим возиться, и это очень сложно. Еще, конечно, еще если ты приходишь, пишешь заявление, а там кто-нибудь сидит и говорит, а может, ты сама себя побила, чтобы вот на него накатать, или ой, да что вы там свои ваши разборки, ну вас с вашим делом. Конечно, у человека пропадает желание. Он просто не верит в то, что ему могут помочь в правоохранительных органах. Ну ладно, с правоохранительными органами все в порядке, а у нас же есть какие-то, ну должны быть какие-то гражданские. Вот Ну, есть же должны быть, да. там организация по защите прав потребителей. Должна же быть организация по защите прав там, женщин или Должна вообще быть, детей, должна там, быть. всех, кто подвергся насилию. Я к этому хочу подвести, но не сразу. Прежде чем к этому подвести, давай пока поговорим вот про культуру про традиционную, про подмену и почему я не согласна с теми комментаторами, которые говорят, что насилие над женщиной — это результат патриархального воспитания. Это результат его отсутствия, потому что патриархальное воспитание здорового человека — это не предполагает вообще насилие над женщиной. Тем Сейчас более, тебя тапки с камеры полетят ну от да, зрителей. да, конечно, полетят. А знаешь почему? Потому что то, о чем говорит Агунда, и то, что в принципе абсолютно нормально, для зрителей, которые готовы метать эти тапки, это сферический тот самый конь в вакууме, потому что они не могут, вот буквально на полминуты, во многом то, что происходит сегодня с этим вопросом здесь, в Осетии, пока на Осетии сконцентрировавшись, оставив в сторону, да, федеральный уровень, я обвиняю коллективного комментатора из Инстаграма. Потому что коллективный комментатор из Инстаграма сразу все четко вам объяснил. А шлюха, она сама виновата, она его довела, мальчик хороший. По-любому из кейсов, о которых мы говорим, любой, подставьте просто имя этой несчастной девушки, коллективный комментатор из Инстаграма. Как это объяснить? У меня есть, опять же, объяснение с точки зрения социокультурной, которое с своей теорией излома, между прочим, пересекается. Если мы опять же обратимся к ученым, они вам расскажут, что традиционная культура против западной, это культура стыда против культуры вины, культура вины западной. Нет, вот именно что западная история, когда надо четко определить виноватых по конкретному поводу, и культура традиционная, где это культура стыда, и все общество всему стыдно за произошедшее, оно чувствует коллективную ответственность. А вот этот излом, вполне возможно, приводит к тому, что инстаграмный комментатор, считающий, что он или она воспитан в, так сказать, патриархальном обществе, внезапно не чувство стыда испытывает, как представитель традиционной культуры,
а совершенно несвойственное, казалось бы, ему или ей чувство, жгучее желание найти виноватого, а виноватого надо найти в самом незащищенном участнике этой истории, вот в этой девушке. Мы, в Понимаешь? принципе, приближаемся к своего рода такой этнокультурной шизофрении Да, в этом да. плане. Это шизофрения. Это Безусловно. мне странно было объяснять людям, что Ирон Ахдау здесь вообще даже не стоит упоминать. Людям, которые говорили, что вот это вот вы носите со своим Ахдау как с писаной торбой, и вот вам результат. То есть, что? Ну да, вот что. Ну, Вот потому что Алихан, извини. Тут просто надо людям разжевывать, потому что Ирон Ухдау это стал каким-то симулякром, который каждый себе выдумывает, что хочет, да, и, ну, Конечно, да, это... и не готовы там к каким-то первоисточникам. Так вот у обращаться. этих инстаграмных часть Ирон Ахдау — это унижение женщины. Я не удивлюсь уже ничему, честное слово. Я сейчас понимаю, что я гиперболизирую, наверное, эту историю, но надавать собственной благоверной лещей вполне по Ирон Ахдау я не удивлюсь вот по Ты их не версии. гиперболизируешь. Я это слышу. И не только это слышу Ну, она же своими женщина ушами, всего даже лишь, да? от знакомых. Мысль свою повторю, я ее расписала у себя в постах. Может быть, прям теми же словами скажу, что Ирон Ахдау совершенно никакого отношения к произошедшему, к происходящему не имеет. И патриархальность в том числе. То есть, когда люди пытаются сказать, что вот это все ваша патриархальность, вместо женщины, поэтому все это произошло, вот вы носите со своим Ахдау как с писаной торбой, и вот поэтому вот вам, значит, результат. Это подмена, это просто подмена, потому что никогда, совершенно ни при каких обстоятельствах насилие или даже просто неуважение к женщине в астинском обществе 19 века, не знаю, 20-го, никогда оно не оправдывалось и ничем. И в этой связи я вспомнила кадаг о том, как нарты выбирали лучшего из нартов, тавтология. В общем, они организовали испытания для нарта Батраза, чтобы он доказал, что он лучший из нартов. И вот последним испытанием была измена его женщины. То есть они подговорили его жену, чтобы ночью она лежала с пастухом, и вернулся Батраз откуда-то с похода, он увидел это и сделал следующее. Он вынул руку пастуха из-под головы жены и положил, значит, руку жены под голову пастуха, вышел и где-то на пороге накрылся буркой и до рассвета не шелохнулся. Это я цитирую перевод. Значит, я привела этот кадок, чтобы объяснить людям, что самым трудным испытанием и наивысшим показателем чести и мужества была милость и снисхождение к женщине. Тут еще надо вспомнить, что предшествовало этому кадугу. Женщина, она сама по себе слаба, у нее очень много забот, и ей легче ошибиться. Это я сейчас не свое мнение транслирую, это в эпосе так написано. И вот дальше вот этот эпизод с изменой. И когда я это написала, привела этот кадок, набежали в основном мужчины, которые сказали, что не, ну это зашквар. Вот что, это вообще не ролевая модель для поведения. Что значит, вот он спустил ей измену, это оправдание измены и так далее. То есть не поняли, для чего я это вообще, эту иллюстрацию привела. Также были и те, кто сказал, что ну вот где наше современное общество, а где нарт Батраз. Ну так вы же воспитываете детей на этих идеалах. Вы же говорите, что Ирон Ахдау, а Ирон Ахдау — это один из пластов для Ирон Ахдау, это нарты качества. Так что мне, например, у меня не возникло вопросов, когда я вспомнила этот кадок, я считаю, что он очень здесь к месту. Тут же еще есть проблема такая, что Осетия, мы же находимся в культурном контексте Кавказа, и последние годы на Кавказе обсуждается проблема убийств чести. Да, когда женщину, которая опозорила род, ее близкий родственник перерезает ей горло. Да, то есть, и на самом деле для внешнего зрителя, да, вот эта история с Теховым и его это супругой. Типичное что-то, да? Да, это что-то типа, ну вот там убили женщину, тут. Даже у многих людей в Осетии это как бы, ну, в принципе, это такая как бы обычная история. Так оно-то ладно, в большой России, скажем, не обязаны разбираться, да, им плевать на нас, они, да, опять там эти себя Мы-то почему не понимаем, откуда здесь уши растут? Как мы можем сами в такую подмену
верить и подкреплять ее еще вот этими комментариями. Но опять же, это речь об реальной астинской культуре и псевдоастинской культуре. И, к сожалению, когда критикуют одно, да, почему-то по голове получает именно реальная вот та основа астинская, да, там, сознание. Потому что я даже разговаривал со многими ребятами. Я, если честно, в жизни ни одного человека не встретил, который бы хоть как-то условно оправдывал вот произошедшее. В интернете я их видел много. Вот в жизни я ни одного парня не встретил. Потому что мне вот все ребята говорили, знаешь, я, говорит, открывал это видео, у меня такое ощущение, что это в Мексике. Ну, сначала, да не, в Осетии такого быть не может. Это какая-то Мексика. Ну, вот там же из Мексики страшные кадры убийств людей. Приходит, это что-то такое, ну, вот это, ну, реально. То есть, и, ну, вот опять же, это проблема интернета. Стоит ли нам ориентироваться на каких-то комментирующих в интернете, хотя, ну, в реальности их не было. Ну, ты же понимаешь, что это реальные люди. То есть, переформулирую, коллективное мнение коллективного интернета, будь то Инстаграм или Фейсбук, с разной степенью падения и печали, это в конечном итоге реальные люди. Просто вот то, о чем говорит Агунда, Эрон Ахдау из раза в раз падает жертвой. Да, всего этого. Понимаешь? Потому как и мы даже до этой записи, вот когда общались, да, мы сошлись ведь вот на чем. Как бы это ни прискорбно, в кавычках, звучало для многих наших соотечественников, но Эрон Ахдау — это не что-то уникальное, эксклюзивное, не имеющее аналогов на земном шаре. Удивительным образом, есть такое слово «этикет», которое мы все прекрасно знаем. И вот удивительным образом в Японии, Швеции, Франции, Италии, Осетии и даже, удивитесь, в Соединенных Штатах Америки во плоти зла, вот отношение к женщине согласно этикету, оно одинаковое. Я к чему? И в этом плане мы европейская да, нация. вот, спасибо, Агунда, мы европейская нация, абсолютно европейская нация. Но вот эти исторические вехи, жернова, изломы, называй как хочешь, от царизма к большевизму, 70 лет этого лихолетия советского, потом вот эта вот новая демократия российская, возможно, они настолько перемололи в массовом восприятии то, что раньше называлось Эрон Ахдау, что теперь для вот этого комментатора из Инстаграма, вот для тебя, Техов абсолютно по Ахдау, а эти свои убийства чести абсолютно по своему кодексу совершают, понимаешь? То есть ненормальное стало нормальным, а страдает классическая осетинская культура, потому что за нее сейчас выдают не просто суррогат, а совершенно какие-то преступные вещи. Ну, тут, понимаешь, проблема еще, ладно, мы закрываем историю с теми, кто оправдывает это хоть как-то, да, это попытку убить человека. Но другая группа людей, которых ты правильно объяснила, которые говорят, что вот это ваше традиционное воспитание, это ваше патриархальное воспитание, то есть с неких позиций псевдофеминизма, да, ну или феминизма третьей волны выступают, говорят об этом. Хотя мы же прекрасно понимаем, что в астинской семье, в которой люди воспитаны по каким-то вот глубинным канонам, вот эта ситуация, она в принципе недопустима. Ну, она не могла произойти. Я не говорю уже про попытку убийства, ранние случаи попытки избиения, развода и всего прочего. Это уже как бы за пределами того миропонимания, в котором жили наши предки, уже даже, ну, тут даже непонятно, что происходит. Темное пятно, знаешь, как серая зона. Ну, тут можно даже, знаешь, как бы этнографические очерки Коста, тот же Особа, мы можем об этом там прочесть. Вот это все выхолащивание, оно же началось как раз в 20 веке. Это, и даже не в 90-е началось, не вчера, не в 90-е. Это заняло последние 100 лет. Но в последние годы оно прям как-то уж усиливается, вот эта подмена. Не прохладно вам? Не, Прохладно. Спасибо. Спасибо. Ну, я, знаете, еще о чем хочу поговорить? О том, что вот нам говорят, что вы должны перестать воспитывать мужчину. Что ну, мужчина, кто нам это говорит, Алик? Ну, слушай, даже Зауфер Да, он да, постельно да. писал то, что вот это мужчина, чтобы сдерживал эмоции, да, чтобы он был жестким, вот этот мачизм, да, вот это все, это приводит к тому, что мы становимся жестокими. Но тут же я Вообще тоже вспоминаю не в ту степь. Колумбайн, я вспоминаю многие истории из Европы, где ребята, воспитанные в ненасилии, всегда вот в таком хиппи-стайл, они приходили в школу, передергивали затвор и валили людей. В Европе статистика по домашнему насилию ничуть не ниже.
Там мужчины плачут, там мужчины проявляют свои чувства, однако никак совершенно отсутствие маскулинности не связано с понижением статистики домашнего насилия. В этом плане Алихан Хуранов хороший пост написал, я бы нашим зрителям посоветовал его почитать, он очень хорошо эту позицию разложил. Наверное, на этом уже не будем останавливаться. Вот сейчас самую важную часть нашего Можно подкаста. я очень коротко, Да. просто, потому как, мне кажется, у нас есть легкая недосказанность. Воспитание мужчины мужчиной никоим образом не подразумевает принижение этим мужчиной, который вырастет женщина. Давай просто вот этот момент мы оговорим. То есть маскулинное воспитание не включает в себя насилие над женщиной, не включает в себя деление полов на главенствующие и подчиняющиеся. В осетинской семье воспитывали воина, мужчину, только потому, чтобы он смог защитить хранительницу своего очага. Да, это была главная цель — защитить свою семью, защитить свою женщину, защитить свой очаг. И женщина в этом всем играла ключевую роль. Цепь, на которой висел, да, вот это главная цепь, да, она была хранительницей этого всего. И поэтому я считаю осетинскую культуру, что центром ее все-таки является женщина, мать. Но люди, которые смотрят нас сейчас, комментируют нас, а также частично некоторые из них бьют и режут собственных жен, считают себя носителями осетинской культуры, при этом они не имеют к ней, к исконной осетинской культуре, ровным счетом никакого отношения. Вернее, такое же, как мы с тобой и Сагундой имеем к культуре папуасов или других странных людей из далеких уголков. К сожалению, они жестоко ошибаются, потому что даже мой отец мне говорил, что сынок, у тебя второстепенная роль, первостепенная роль у женщины создать новую жизнь, а у тебя обеспечить, чтобы эта жизнь прорастала дальше. Вот запомни, мужчины вторая роль, поэтому дети любят мать в первую очередь. Я больше папу любила. Девочки, да. Да, девочки, да. И вот второй момент, все-таки самый важный, потому что это мы сейчас немного, мы были в прошлом, мы обсуждали в прошлом, а сейчас вот момент, куда, Что делать? Да, куда женщина, в семье ее не слышат, над ней совершается насилие. Я не говорю, что обязательно ей угрожают периодически. Извините меня, даже слова о том, что слова о том, что я тебя убью, я тебя зарежу, это уже насилие. Да? Женщина может находиться в постоянном страхе. Семья ее не услышит. Ни та, ни другая, причем семья. Да, ни та, ни другая. Вот это важно, что здесь идет речь сразу о семьях и самой жертвы, и того, кто на нее нападает. Как говорит великий русский народ, стерпится, слюбится, сказала маменька и отправила дочку обратно прямиком к этому тирану. Да. Куда идти женщине в этот момент? Вот я сейчас, прежде чем начну об этом говорить, сразу кину спойлер. Никуда. Потому что некуда. В Осетии, да? В Осетии некуда. В Большой России тоже не особо есть куда, но там хотя бы есть кризисные центры, они есть там. Это такой, в английском это называется shelter. Это место, куда женщина может прийти. Там ей предоставляют, во-первых, жилье, питание. Она может туда прийти из дому. Там с ней работают психологи, что тоже немаловажно, потому что вот она пришла, она там неделю-две помаялась, и потом она немножко остыла, ей кажется, что, может, как-то вот можно еще, и она возвращается обратно домой. Нет, очень важна работа психологов в таких центрах. А в Осетии таких шелтеров, таких центров нет. В условиях Осетии это возможно? Это хороший вопрос. Я думаю, что нужно делать и нужно посмотреть. Но у нас должны быть два очень важных условия для такого центра. Допустим, вот мы построили шелтер. Во-первых, он должен быть анонимный. Во-вторых, он должен быть очень хорошо охраняемый. Потому что именно туда будут идти... то есть анонимность такого помещения сохранить будет трудно, да? Поэтому надо охранять, чтобы туда эти сумасшедшие не приходили и там не пытались достать своих жен. Вот. Но у нас таких центров нет, у нас нету даже горячей линии, куда можно позвонить. И даже в церковь женщина, я понимаю, что не все ходят в церковь, но я вот написала, вчера готовилась к подкасту, написала отцу Игорю Кусову, он служит здесь, на Осетинке. Я говорю: батюшка, а вот скажите, вам во время исповеди кто-нибудь говорит, что
батюшка, меня там дома бьют, или спрашивают ли вашего совета, что делать. И я была удивлена, оказалось, что нет. Даже на исповеди не сознаются они в этом. Чем ты это можешь объяснить? Ну, тут все на поверхности, стыдно. Стыдно. Во-первых, стыдно, во-вторых, неверие в то, что кто-то может помочь. Откуда взяться этой вере, если, извините меня, тебя избили? Вот, например, Регина, он не сразу же на нее напал, он до этого бил ее. Она ходила, писала заявление. И мужу, значит, вменили административный штраф 5000 рублей. То есть смотри, при всем при том, что стыдно, я вот к социокультурному возвращаюсь, все равно она, пересилив себя, Даже видимо, если ходила, ты пересилишь этот и стыд, все, бесполезно. вот Бесполезно. а это самое сложное, кстати. То есть вот реально пересилить этот стыд, это самое, наверное, сложное. Но она это сделала, уже вот просто вот некуда было. Она сделала это, она пересилила себя, уже плевала на разговоры, на сплетни, она пошла, написала. И что ее здесь ожидает? Издевки? Типа, ну что ты пришла, что вы со своими разборками тут приперлись сюда, разбирайтесь сами. Или, а может, ты сама себя побила, чтобы вот ему насолить. Выходя за рамки осетинского контекста, вот эти истории с «зачем вы сюда пришли», ты сама это все придумала и прочее, тебе не кажется, что такое презрительно-прохладное отношение к жертвам насилия это, в принципе, созвучность с очень низкой ценой человеческой жизни в России? В принципе, в сравнении с Западом. Конечно, созвучно. Есть же корреляция однозначно, да? Вот до этого вспоминал дело Цкаева, сказал, что здесь вообще не в тему, очень даже в тему. Это все, жизнь-то ничего не стоит. Вот ты говорила про шелтер, да, я сразу представил, что напишут в комментариях, и люди напишут, у нас бюджет маленький, чтобы мы еще вот такие шелтеры содержали. Подумаешь, мы страна, которая поставляет больше всего нефти, и у нас мировых запасов разных полезных ископаемых 40%, да, если глобально брать. Ну, мы бедная страна, мы себе не можем позволить. У нас слишком много, вернее, слишком мало денег, чтобы бывшим терактникам, которым нужна помощь, Экономически помогать. невыгодно Да? тушить леса, это вот Да, из этой да, серии. да. Экономически невыгодно спасать жертву от насилия. Но все равно, у нас Подумаешь, же, это же всего лишь один там случай, там два случая. у нас же есть Подумаешь. какие-то женские общественные организации. Есть даже в Штырнахасе женский комитет. Да, я Спасибо, это... что ты их упомянул. Я чуть позже хочу разразиться гневной тирадой. Сперва я. Давай. Тут, значит, насчет женского комитета, я вообще о его существовании узнала позавчера. И думаю, ну как так? Я вроде слежу за происходящим в Осетии. Там, почему никогда о них не слышала? А потому что они ничего не делают, судя по всему. Даже просто в интернете о них какую-то внятную информацию найти, какую-нибудь, ну, сайт тоже надо, да, сделать и содержать, ну да бог с ним. Какой-нибудь простецкий сайт или какой-то, не знаю, там, Да, группа в Инстаграм-аккаунт, Инстаграме, господи, что-нибудь. Ничего. В интернете я нашла вообще разные данные, разные фамилии были о том, кто там в этом комитете. В конце концов, я психанула, просто позвонила. Несколько, оказывается. То есть ты говоришь о женском комитете Штырнахаша. А еще есть совет женщин Осетии, еще есть совет женщин Владикавказа. Так это разные все Безусловно, организации. да. Надо есть, же. Да, конечно. Вот скажи, пожалуйста, откуда ты об этом? Потому что в интернете даже просто, если ты начнешь гуглить, ты вот не понимаешь who is who. Вот откуда ты знаешь, вот кто они все? Тяжелая жизнь вынудила знать такие вещи. Но без шуток, если есть... Явно же не по делам их, да? Есть совет женщин Осетии, это Лариса Хабицева. Есть совет женщин Владикавказа, Лариса Дзахова. Есть женский комитет Высшего совета осетин. Я не знаю, кто Ирина там. Макоева, я так понимаю. Вот как. Я вчера просто же, говорю, психанула, позвонила Вопрос, в Штырнахаш. хоть одна из этих организаций в историях с вот, избиениями, попытками убийства женщин, хоть какое-то участие принимала? Вот снял у меня с языка. Я хочу задать вопрос. Они же должны выехать в больницу, хотя бы сказать, предоставить возможность адвоката. Я тебе больше скажу. Что-то должны же делать. Месяцев 7-8 назад, помнишь, большое интервью с Русланом Кучиевым я записал. Да. Руслан Кучиев тогда впервые или во второй, может быть, раз публично объяснил всей Осетии посредством нашего медиа, что институт коды будет возрожден, что публичному порицанию и забвению будут подвергаться особо изощренные мерзавцы любого пола по деяниям их. Но я тогда начал задавать вопросы. Я очень люблю детали. Я спросил, хорошо, это все звучит здорово в теории, а по делу Цкаева? Ну нет, мы не можем, пока не будет решения суда. Слушайте, а вот по эта такому... вся лирика, коды, это все замечательно. Вот, Нам просто права нужны. Так вот мой вопрос. Тут о чем Алик говорит.
Но хотя вы же высший совет, вы же высший совет осетин, Одного практически юриста найдите. марсиан. Хотя бы заявление сделайте о том, вот абсолютно кейс вам понятен. Да ладно Ну, такое заявление, ощущение, хотя что бы они одного юриста там Да, помогите, да, да, который да, скажет, да. я приду. Я вам просто сейчас расскажу кейс. Сейчас объясню, к чему я. Зрителей, особенно из соседней Ингушетии, прошу на меня не обижаться. Был случай, в одном в караоке-барах произошла драка, поножовщина. В итоге несколько ребят из соседней Ингушетии попали в больницу. На следующий день к ним пришли и представители Министерства по делам национальностей. К ним пришли Двух республик причем. Да, двух республик. К ним пришли и представители Духовного управления мусульман, к ним пришли сотрудники МВД. И, как я понимаю, там на встрече с ними говорил, что они будут там всячески помогать, прочее. Ну, дальше я не знаю, как эта история развивалась, да, но хотя бы акт внимания был. Акт внимания. Да. Получается, что вот к девушке, которую чуть не убили, или которых чуть до этого не избивали, были ли такие группы людей, хотя бы, которые придут и моральную поддержку, что мы вот такие-то, такие-то, с таких-то организаций готовы вам помочь? Были. Я тебе скажу, что были. Но знаешь, кто эти люди? Кто? Об этом сестра Регины, ее зовут Роксана, она в интервью об этом рассказывает. Многие люди, простые люди, вот как мы, обычные люди, приходили в больницу, предлагают помощь. И все. Вот, кстати, это очень важный момент, что общество у нас здоровое. То есть у нас нормальное общество, у нас люди сопереживают, никто не собирается мириться с этим насилием, а то мне вот нравится, все, у нас общество пропало. Нет, у нас прекрасные люди. Несмотря на вот эти случаи, у нас очень хорошие люди. Просто у нас не работающий гражданский институт. Вот. Вот именно, у меня такое ощущение, что вот когда он про коды думал, вот такое чувство, что человек просто где-то вот лежал на лежаке, мечтал, так вот как Обломов, и думает, может нам институт кода возродить. Слушайте, нам просто нужно законодательство, потому что сейчас у нас, значит, напомню, это важно, в июле 2016 года была введена уголовная мера ответственности за причинение побоев, за домашнее насилие. Можешь на пальцах для телезрителей объяснить, в принципе, что классифицируется как домашнее насилие? Тогда классифицировалось, то есть чтобы люди поняли, почему ее ввели, эту ответственность, и почему потом, забегая вперед, снова убрали. Там проблема этой статьи, против которой потом стали многие выступать, было то, что... Как раз вот в этом и была. Что Да, мера, где мера, да? Что даже небольшая пощечина, она могла привести к реальному уголовному сроку. И, извини меня, наши правоохранительные органы, которые любят разным образом сажать людей, они могли этим пользоваться. Там даже небольшое заявление, которое можно было заставить делать под Побочка, давлением. конечно, такая. Да, то есть там просто это ворох возможности открывало для наших правоохранительных органов, потому чтобы сажать людей просто вот пачками. И отменили ее. Но опять же, сама задумка была хорошая. А сейчас она полностью декриминализирована, и максимум, что человек может за домашнее насилие, 30 тысяч рублей. То есть мы правильно понимаем, Агунда, что сейчас избиение жены в домашних условиях не является уголовно наказуемым преступлением? Нет, не является. Год ровно просуществовала уголовная ответственность в 2017 году стараниями таких, например, персонажей, как сенатор Мизулина, которая говорила, ну что это за всего лишь шлепок, за это что ли сажать? В общем, благодаря ее стараниям и других многих людей, целое лобби было, в общем, они это отменили. И сейчас, да, только административная ответственность. Я просто уточню, потому что у меня немножко не укладывается. То есть женщина, которая придет со следами побоев, Пожалуйста, вот Регина полумертвая, пришла. и... 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей. Окей. Ну, то есть реально, чтобы что-то изменилось, получается, там надо, чтобы правда тебя уже избили так, что или Ну да, пытались чтоб ты убить, умирала. чтобы ты умирал. Или ты умерла. Да, или Вот ты тогда умерла, да. да. То есть если на тебе там Ощущение, пару... что можно просто вот отдать там 5 косарей и спокойно с чистой совестью пойти кого-нибудь Гематому. приколотить. Да, тариф. Да, Вот это такая гематому тарификация. поставил на пол лица, 5 тысяч рублей. Вообще меня очень-очень раздражает вот это вот понимание в головах у людей, что вот все, что за закрытыми дверьми дома, это вот их личное дело. Нет, это, ну да, понятно, что каждый имеет право на частную жизнь. Но есть Но если такая там вещь, человека которая убивают, превыше всего, да. это права человека. И вот даже частная жизнь,
Она входит в этот спектр Агунда, прав человека. Агунда, ты сейчас не в Исландии, там ты про А, права вот, человека, да, ты же сказал, да. Я сейчас хочу... Да, ты сейчас в Я России, сейчас ты в хочу, России. да, вот этот вопрос сейчас, может, Я чуть поясню зрителям, отвлекусь, но- Агунда долгое время жила в Исландии, поэтому у нее немного Ну, не очень сбитые долго, ориентиры. пару лет я там пожила, но мне хватило. Ну, во-первых, я сразу оговорюсь, что я вот не из тех, кто там считает Исландию или вообще Европу землей обетованной, а вот у нас тут, знаете, типа у нас фу, а там прекрасно. Нет, я люблю свой дом, я люблю свою культуру, именно поэтому я никогда не собиралась там, в Исландии, оставаться, хотя у меня было много возможностей. Но это сейчас не по теме. А вот что по теме. Я когда вернулась, я постоянно слышала и в шутку, и не в шутку такую фразу: «Агунда, ты не в Исландии, ты домой вернулась». «Дахимадам рсу», ну, в конце концов. И у меня всегда, вот, я думала, что за вопрос? У меня в ответ я спрашивала: а где я? Может, я в Конго, или я в Сомали, или, может быть, я не знаю, в Туркменистане. Я себя чувствую в Европе. Даже проживая где-нибудь, не знаю, в Алагире или в Беслане, там, да, я себя все еще чувствую в Европе. Потому что я нахожусь в европейском правовом и культурном пространстве. И на этом все. С той лишь оговоркой, о чем мы Что уже европейцы сказали. с этим бы не согласились, да? Не, я правда, я сейчас без шуток хочу. С той лишь оговоркой, что мы, как мы уже договорились, почему права человека, не работают, и, имеют к себе самое уничижительное наплевательское отношение, уж у нас тем более, ну потому что жизнь человека, как мы уже выяснили, не ценится и ничего не стоит. Ровным счетом потому эти беседы, во-первых, многим представляются странными. Я предвкушаю комментарии в инстаграмах. Зачем об этом говорить, да? Да, зачем об этом говорить? И классическое: вы что, не осетины? Ну, то есть, если бы вы были настоящими осетинами, вот этими исконными осетинами, вы бы понимали, что об этом говорить не надо. К слову, о том, как выхолощено понимание традиционной настоящей осетинской культуры. Ирон Ахдау сегодня в глазах людей многих это не Ирон Ахдау в своем первостатейном виде. Это какой-то абсолютно непонятный компот из компонентов, не имеющих к осетинскому этикету ровным счетом. Азиатчина. Это вот идеальность, это абсолютно азиатчина. Я тоже сразу оговорюсь, потому что я это слово использовала в своих постах, и люди сразу: а при чем тут Азия? Осетины убивают осетин? Дело не в Азии, это устоявшееся такое выражение, которое там отсылки, аллюзии больше идут к Средней Азии, к Малой Азии. То есть дело не в Азии как таковое, это устоявшееся выражение. Продолжая проблему, куда женщине прийти. Все равно история с вот эти жесткие кадры и даже история с алагирской девушкой, которая появилась. Ведь наше общество не прошло вот Там так. тоже были кадры, если ты помнишь, и там было видео, как он ее избивает в машине. Автовокзала. Да. Но наше общество же не прошло мимо. Ну, произошла это там, ну и все. Как бы нет. Общество задело эту проблему. Ну, сколько уже в разных маленьких чатах, группах обсуждается. То есть это болезненная тема. То есть наше общество в этом плане Кстати, нормально, когда говорят, что рефлексирует. а что вы воздух сотрясаете, что там об этом, что это изменит? Изменит. В конце концов, вот насколько я знаю, дело Регины под свой личный контроль сколько взял? Личный контроль — это штука очень интересная, потому что, простите, я опять о своем наболевшем. Тут еще один господин брал под личный контроль дело Цкаева, ВОЗ и ныне там. Личный контроль — это как объявление кода из уст главы Штернехаша. Ну да, хорошо звучит. Чем это все закончится? Было бы странно мне, если бы министр внутренних дел не взял дело по такое под личный контроль. Я думаю, что не так важно, что министр внутренних дел взял это дело под личный контроль, как само Остинское общество взяло бы это дело под личный контроль. По факту дело Цкаева находится под личным контролем каждого человека в Осетии, потому что люди... Стараниями Земфиры. Да, стараниями Просто я преклоняюсь перед ней. Земфира очень хорошо показывает, какую роль настоящая остинская женщина может сыграть в очень сложной Она в этом жизни плане ситуации, просто да. образчик. Когда ей десятки и сотни людей, как мамам Бесланским в свое время точно так же говорили: куда вы лезете, вы должны оплакивать до конца дней, Да. похоронить. Это говорили и неосетины, и осетины, И мужчины. и те, кого вы называете уважаемыми осетинами, не являющиеся И ими это по ведь факту. длится уже 4 года. Да. То есть человек мог за 4 года столько раз просто вот плюнуть и действительно жить дальше. Тебе образчик, ты правильно видишь? Образчик. Для меня пример Настоящей того, осетинской женщины.
Я думаю, каждый, кто видит, как Земфира за своего покойного супруга борется за его честь. Я помню, его ж пытались там наркоманом, прочим выставить, она вот до конца. Это пример, вот почему мы здесь говорим. Вот мы защищаем астинскую женщину. Чтобы у кого-то вопрос был, кто такая астинская женщина, да, вот смотрите на Земфиру. Ой, можно я еще добавлю по поводу астинской женщины 5 копеек? Просто часто вот тоже приходится слышать и чувствовать отношение к себе как к какому-то такому засланцу. Типа, ну, ты там жила в Европе. Слушайте, я до 16 лет вообще не выезжала из Осетии. Я здесь родилась, я до 5 лет не говорила по-русски. Я себя считаю полноценным носителем астинской культуры. Для меня это вообще не вопрос, даже нет такого вопроса. А вот когда начинаешь о чем-то говорить, они тебя слушают, они слушают твои какие-то странные слова, для них непонятные, и они говорят, какая-то засланка, она, по-моему, откуда-то ее прислали там из Рейкьявика. Так я вот хочу подчеркнуть, что нет, мы не засланцы никакие. Ну, он засланец, заслуженный, он, наверное, да, засланец, там уже да. без вариантов. Мы отсюда, мы и осетинки, и там, пускай и русские будут, которые на территории Осетии проживают. Ну, то есть вот... Я сейчас тебе задам вопрос, который в комментариях предваряю. Ирон Алсан Назуруш, да? Да, вот это. Зурун, но у нас же русскоязычный подкаст. Ну, это мы исправим, будет астиноязычный подкаст. Да. Ну, понимаешь, в осетинском, у многих, это не в осетинском обществе, у многих сознаний все-таки женщина это ну, слабый пол, который не должен пытаться вообще защищать говорить, свои права. рот открывать, да. Если, то есть, почему женщина, да, говорит, должен мужчина, который станет рядом, должен ее защищать, да, то есть, ну вот бывают такие случаи, когда мужчина, который должен защищать, пытается убить. В этом случае девушки, и меня это, кстати, очень удивляет, что очень много вот как бы псевдопрогрессивных астинок, ну такие прогрессивные, которые нам рассказывают про Европу, про свободные отношения и про прочее. Причем я их прогрессивность не вижу в попытке защитить гражданские права и права женщин. Вот это меня удивляет очень сильно. Ну да, они какие-то вершки там хватают, там. Ну то есть свобода это одеть... Право не брить ноги и так далее. Да, и одеть покороче юбчонку, да, но вот, а вот да, реально татуировки выступить... там. На самом деле у нас-то в принципе уже спокойно можно. И с татуировкой. У меня 4 татуировки, я хожу и как бы, ну... Сейчас комментарии, Не, да. можете это вырезать. Я, наверное, слишком много Внимание к этому привлекаю. Но я просто говорю о том, что вот в этом смысле у нас вполне можно. Тогда можно почему у нас жить. не появилась до сих пор гражданская активная Вот именно. группа женщин, которые... Я не говорю сейчас какие-то формализованные структуры, но мне это удивительно, нету группы А я вот людей. скажу, почему они появились. Я когда думала о том, идти ли мне сюда, у меня есть одна знакомая, ее зовут Дана. Я говорю, Дана, ты в этой теме гораздо дольше меня, может, ты пойдешь. И она сказала честно, знаешь, я не хочу никуда идти, потому что если они там меня будут бесить и опять насмехаться над феминизмом, я просто уйду. То есть вот не хватает, видимо, им какого-то терпения, понимания. Не каждый готов подставляться под ушат, понимаете, чего? Да, я даже не говорю подставляться под ушат, я говорю, да ладно с твоим феминизмом, как говорится, тут тоже вопрос, о каком феминизме мы говорим, он разный. Вопрос в том, что есть конкретный случай, где группа людей, которые готовы сделать заявление, Ну, я готовы что-то рассчитываю сделать. на то, что сейчас она появится, потому что я знаю по отдельности очень много. Но почему они не сформируются сильных. в такую структуру? Я думаю, что к этому сейчас Вон подойдет. ребята объединились в структуру, потом захватили Штернахаш, и сейчас просто все республики выносят А мозги. сейчас тебе, кстати, попеняют, а почему молодежный комитет не сделал заявление? Они делали заявление в своем телеграм-канале, они писали о том, что недопустимо это было. Просто, я не знаю, им же не надо каждый раз взять рупор и просто кричать на всю республику, да, то есть в конце концов у них тоже можно узнать, я думаю, их позиция будет... Сейчас это Да. вернемся к феминизму. Просто когда говоришь слово феминизм, оно токсичное само по себе. И не только для остинского уха, оно в принципе такое токсичное. Но я себя не могу назвать феминисткой не потому, что я... Ну ты православная. Потому что я, да, да. хотя бы по той причине, что я православная, и я не могу пропагандировать. Не жена для мужа.
да. Это Ну, не муж для жены, а жена для мужа. То есть да. и я что хочу? Я для себя нахожу какие-то внутренние компромиссы. Мне нравится феминистическое движение. Я вижу объективно, как сильно оно меняет в лучшую сторону мир. Все-таки в большей степени меняет в лучшую сторону мир. И у меня единственный вопрос: а в чем проблема? Я же не предлагаю вот реально завозить этот феминизм прямиком из Рейкьявика во Владикавказ в чистом виде. И там, завтра здесь организовывать ЛГБТ-парады там, и ходить там без нижнего белья и так далее. Нет, давайте брать все самое лучшее. Ну, я, как сторонник того, чтобы у нас сформировалось нормальное гражданское общество, за любую гражданскую активность, где люди будут защищать права ближних себе. Опять-таки, ну, вот это православное, да, то есть возлюби ближнего своего, помоги ему, защити его хоть как-то, да, что-то сделай. И у нас очень мало таких примеров и историй. Я бы очень был бы рад, если бы я увидел группу активных женщин, девушек там, из разных, и там, не знаю, и учителя, Вот врачи, они и должны, прочие, которые... они есть. То есть самое главное, что они уже есть. Просто вот надо им как-то аккумулироваться. Конечно, многие скажут, а почему мужчины должны впереди быть? Я, как Остин, с этим соглашусь. Только вопрос, когда к нам по поводу из соседней республики, из Чечни, приезжают по поводу Черменского поста разговаривать, к ним почему-то ведут матерей Беслана. Почему-то матеря Беслана у нас сейчас стали одной из самых жестких структур, которые готовы защищать права людей, не только жертв теракта, да, почему-то матеря Беслана делают заявления по всем резонансным историям и как-то реагируют на общественную жизнь. Да? Я поэтому удивляюсь, почему до сих пор помимо матерей Беслана не сформировалась какая-то такая группа Потому что людей. чего им бояться? Смерти не боятся, стыда. После всего, что на них обрушивали, тоже. У них в этом плане нет уже, им все равно там кто что скажет. Нету вот этих вот преград для них. А для остальных женщин они есть. А для остальных есть, потому что боятся, ну, вот даже вот моя вот знакомая, она говорит, вот если они меня выбесят, вот мне это все не надо просто. Я ее не обвиняю, я ее понимаю, кстати. Ну, не, я скажу, что это слабая позиция с ее стороны, я не согласен, потому что я опять вспоминаю девушек, которые защищали гражданские права в США, их и избивали, и что с ними только не делали, они отстаивали, ну, там... Ну, кстати, когда мы говорим о защите прав женщин, почему мы говорим только о женщинах, которые защищают женщин? Пусть в этом, скажем так, движении не пусть, а и должны участвовать мужчины. Безусловно. Даже когда я шла сюда на подкаст, я думала, что как же хорошо, что я иду к блогерам-мужчинам, потому что если бы собрались 3 девочки, опять были бы комментарии типа «О, 3 курочки там что-то кудахчут себе», а все-таки, когда ты разговариваешь с мужчинами, ну, у нас так устроено общество, что ты с мужчинами говоришь. Я тебя расстрою. Больше Будут писать, что кто эти 3 человека, они вообще эксперты в своем вопросе, и они вообще что они не подготовленные, пришли вообще это что не понятно, но в обсуждают. любом случае это будет более авторитетный подкаст, чем если бы разговаривали только девочки. Ну, вот так у нас люди к этому относятся. Еще один момент, который хотел уточнить, такой важный очень. Это, мне кажется, и что с этим делать, я не знаю, поэтому просто выплескиваю пока сюда. Категорически недопустима попытка обеления или оправдания вот этих всех насильников тем, что, но она же провоцировала, она же такая, она, будь она даже самым распоследним исчадием ада на земле, это никоим образом... Смотри, я сейчас объясню. Вот назовите явление. У них есть название с английского языка. Victim shaming. Victim blaming Victim и blaming, да. victim Да. shaming, да. Смотрите. И это, кстати, защитный механизм общества, как бы это странно ни звучало. Смотрите, вот идет девушка в очень откровенном платье по темной улице. Типичный владикавказский летний вечер, описал Алик Пухаев. Она- Так. Проспект. Да, да. Она подверглась, маньяк убил ее. Это как-то оправдывает маньяка, в каком она платье была и когда она шла. Ой, я сейчас расскажу. Расскажи, я знаю, о чем ты сейчас расскажешь. Про музей? Про музей расскажу, да. А что музей? Есть такой в Канзасе, при Канзасском университете музей. Даже не музей, это отдельная выставка, экспозиция. Она называется «В чем ты была одета?» Во что ты была одета? Это выставка одежды жертв, которые подверглись насилию. То есть они прям буквально вывесили одежду женщин изнасилованных, чтобы люди
пришли и посмотрели, во что они были одеты. Там была разная одежда. То есть это очень тяжелое зрелище, потому что там попадаются и детские платьица, там, и это страшно на это смотреть. И если вы думаете, что там все были в бикини там, и в красных платьях облегающих, нет, там одежда была очень разная. Ну, это опять же, это миф о том, что откровенная одежда женщины провоцирует маньяка или, ну, как правило, есть сотни факторов, которые трудно предугадать, почему маньяк выбрал ту или иную жертву. Кстати, как правило, жертвами насилия, оказывается, девушки, которые с этим маньяком знакомы. То есть Да, это и, бывает их как знакомые. правило, он выбирает тех наиболее тихих и спокойных, которые ничего не скажут. Трудно признать то, что есть люди, которые готовы просто убивать просто так. И общество хочет найти какую-то причину, чтобы вот как-то это была причинно-следственная связь. Ну вот она так оделась, поэтому он убил. Вот я так не оденусь, и меня не убьют. Это попытка защиты себя. Я больше тебе скажу, многие даже наши с тобой друзья и товарищи, я вынужден этот кейс сейчас водрузить. История с девочкой-аутисткой. Изнасилование, не изнасилование. Копаться не будем. Мысль, которую я хочу сейчас выразить. Общество, даже очень разумные члены этого общества, настолько яростно отрицали и отрицают саму возможность того, что эту девочку могли коллективно на протяжении долгого времени насиловать, еще и по той причине, о которой говоришь ты. Не может с нами такого быть, не может у нас такого быть. Да? То есть это даже не victim blaming уже, это не может у нас в обществе быть такого. Мы лучше будем отрицать. Может в нашем обществе быть все, потому что есть превентивные меры. Каждое преступление можно было остановить. Вот всегда это и с Бесланом, и с какими-то маленькими историями. Каждое выясняется, что вот было сотни этапов, когда это преступление можно было прекратить. Маленькие какие-то вещи, на которые кто-то отреагировал, и преступление было остановлено. Человек пытался избить свою женщину, к нему подошел другой человек, сделать замечание, они поругались, но он после этого не нанес ей 3 удара кулаком, которые вызвали у нее гематому, и она с кровоизлиянием умерла. К сожалению, наше общество вот эти причины упускает постоянно, вот эти моменты. И это очень важно. Вот в случае Регины это заявление в полицию, это было тем случаем, когда можно было остановить это все. Но 5000 штраф, и понятно было, что ничего не остановит. Проблема в том, что в нашем прекрасном обществе, да, в котором в современном обществе, да, нету каких-то простых вот, механизмов безопасности, как противопожарная безопасность. То есть то, что вот дым почувствуется и начинается литься вода и людей спасает от пожара. Ну, вот у нас даже этого потушить нет. нормально не могут, понимаешь? Вот, там, где, Да, там, где она есть, она не работает. Да, и, к сожалению, многие думают, что вот это такая проблема, что мы ее не сможем решить. Можно решить. Есть простые институциональные примеры того, как это решается в других странах. Но Ну, кстати, мне кажется, профилактика это гораздо более сложная вообще вещь, но это, чем... это не ядерная физика, я об этом говорю. Нет, что это- это не ядерная физика, я к тому, что профилактика, то есть не допустить преступления, это, конечно, было бы лучшим. Чтобы Ну, это этого не- главная задача, но Да, в но условиях... сейчас у нас даже, когда преступление свершилось, нет, после этого ничего не следует. То есть легче, например, запилить шелтер, да, во Владике или горячую линию, чем донести до людей, что избивать свою жену за неправильно. Вот на то, чтобы донести что-то до людей, потребуется много лет, может быть, там информационные атаки, может, пропаганда какая-то. А вот чтобы просто построить шелтеры и горячую линию сделать и привлечь психологов, нужны деньги. Да. Ну, я думаю, что если мы будем пропагандировать ту настоящую астинскую культуру и четко пояснять людям, какую роль играет в этой культуре астинская женщина, вообще женщина, да, то все будет ясно и понятно. Но мы сталкиваемся с большой контркультурой. А по поводу сделать шелтер, я, к сожалению, думаю, что на данный момент, пока общество само не осознает необходимость этого, а группа людей создаст этот шелтер, он будет стоять полупустым, да, Я же никто туда говорю, не пойдет. вот тут на самом деле может быть и будет стоять. Но я же говорю, если сделать его анонимным и охраняемым, если туда придет хотя бы 1-2 девочки, неужели их жизни этого не стоит? К сожалению, в нашем обществе попытка сделать что-то анонимным будет восприниматься, что ты там у себя будешь там террористов прятать.
люди из правоохранительных органов будут пытаться узнать, кто там, а информация туда быстро разлетается, как мы знаем, моментально, и то есть в секрете. Ну да, это. В конечном Этого я не итоге учла. вся Да. республика расскажет, что это наполовину рассадник Бордель. терроризма, наполовину бордель. Да, Спасибо. а чаще всего просто супруг, который хочет разобраться со своей женой, будет через каких-то сотрудников узнавать, она там, не там, вытяни ее ко мне, я там с ней поговорю. Я ничего не буду делать, я с ней чисто поговорю. А Те там- же охранники, Да, полицейские. Да, её там у видят, него, да. кажется, нож Да, за да, нож да. за То есть ты пазухой. считаешь, что нет смысла, да? Нет, я считаю, что Есть есть смысл, но что общество должно быть сначала морально готово к этой истории. К сожалению, пока А до тех этого пор? не вижу. Ну, я не знаю. Ты знаешь, подкаст — это опять-таки способ эту проблему там прочувствовать, порефлексировать, потому что у меня тоже очень много неоднозначных моментов в голове и вопросов, на которые я не могу ответить. Просвещение, Агунда, Да. до тех пор, мне представляется. Ну, что можем мы? Говорить. Говорить? Да. Просвещение? Потому что я вот сейчас обращаюсь к нашим зрителям. На очень многие вопросы, на которые они смогли о себе ответить в подкасте, мне потом, не в комментариях, чаще всего, прямо лично пишут люди, которые посмотрели. И я бываю приятно удивлен, когда мне человек вот такое письмо пишет. То есть он постарался, сел. Это не комментарий, это вот лично для меня. И он косвенно отвечает на многие мои вопросы, и каждый раз после этого, вот я знаю, ты любишь эту фразу, Алик, это наш последний подкаст, и вот после такого письма я понимаю, что это не последний подкаст, что Осетия полна прекрасными людьми, у нас очень много умных, интересных людей, и я прошу вот все, не надо ориентироваться на комментарии в социальных сетях, ни в коем случае это не отражает наше общество, это отражает лишь какую-то группу не совсем адекватных людей, которые готовы сотнями, тысячами строчить комментарии, тем самым создается ощущение массовости. Я в жизни, в личном, никого не встретил, кто бы попытался оправдать эту попытку убийства. Нет, я сейчас все-таки вот сейчас буду не соглашаться с тобой. Тоже не соглашусь, Алик. Потому что ты говоришь о каких-то фриказоидах, да, они были, есть всегда, эти городские сумасшедшие, но как раз-таки комментарии — это очень даже отражение. Потому что человек может такой, не, ну я его, конечно, не оправдываю, но... То есть, Ну вот с понимаешь? этим «но» надо вести пропаганду. И каждый второй этот комментарий — это манана накладные ногти, условно. Я их Кстати, так эти девушек, аккаунты- Нет, да, я что девушек хочу этим много, да. сказать. Это живые люди. Это Артур Жестянщик, понимаешь? Это не как, ты говоришь, фриказоиды без имени, Слушай, рода и иногда, племени. иногда Артур Жестянщик может выдать гораздо более адекватный комментарий, чем, там, не знаю, Вася адвокат или Вася врач. То есть, вот, к сожалению, вот раньше сказал, что есть профессии, в которых работают абсолютно интеллигентно, а есть профессии рабочие. Там, вот сейчас все так Мы чуть перемешалось. о другом, Сагунды. Реальные люди набегают массово в эти комментарии. То есть я о чем? Я понимаю твою мысль, частично с ней согласен, но хочу добавить, что полностью отрицать присутствие вот этой вот силы, присутствие этих настроений в обществе, наверное, нельзя. Сказав, что ну это фрики, их Нет, немного. И... Нельзя, но надо вести пропаганду, надо объяснять людям. Во-первых, надо объяснять девушкам, что они имеют право защищаться, имеют право защищать свои права. Что не стыдно. Да, что не стыдно. Честно, я когда то видео посмотрел, я просто вот в этот момент думал, вот, если бы у нее хотя бы, не знаю, хотя бы травматический пистолет был, чтобы хотя бы на секунду отстреляться от этого человека и убежать. Там же вот реально секунду, и она могла убежать. Но какая девушка в Осетии будет получать разрешение на травматический пистолет? Ну, У нас я хочу. ну, ты редкий пример. В основном мужчины хотят. Нам придется, кстати, записывать, я думаю, подкаст Про и легализа- контра, про легализацию оружия. да. Я Слушайте, считаю, что... а что в этом дикого? У нас очень много девушек, которые занимаются мужскими видами спорта. И почему бы, в чем проблема? Я, знаешь, как я бы, например, приветствовал то, чтобы у девушки, к сожалению, перцовые баллончики, элементы. У нас вообще нету культуры самозащиты у женщин. Это большая проблема. Я знал девушек, которые занимались, они были специальные курсы, как защитить себя, да. Перцовые баллончики, они прям подробно девушкам объясняют, что вот, например, это средство защиты, оно тебя не спасет, оно только, скорее всего, разозлит твоего. А вот этим ты можешь то. Если женщина, которая оказалась в трудной ситуации, понимает, как в экстренной ситуации хотя бы вот эту секунду, когда ты можешь убежать от того, кто пытается тебе ножом в горло, да, кто пытается тебя заколоть как вот какую-то скотину,
Чтобы у тебя хотя бы это была секунда. И пусть она, не знаю, отвертку можно- в глаз ему воткнет Это или можно что-то. просто даже вводить на ОБЖ, да? В Да, школе элементы, на ОБЖ. элементы самозащиты, это в первую очередь касается детей, да и парней, и мужчин это касается, потому что, извините меня, у нас недавно на перекрестке один человек просто пожилого зарезал, потому что они дорогу не поделили. Вот ты видишь человека с ножом, что в этот момент делать? Я не знаю, я знаю, что многие могут растеряться. И вот это закончится всем, что тебя полубольной псих просто зарезал. И вне зависимости, мужчина, женщина или ребенок. Нужна какая-то пропаганда среди людей того, что надо иметь право, ты имеешь право быть защищенным, имеешь право быть неубитым. Конечно, в первую очередь это необходимо женщинам и детям, но я думаю, что всему обществу это было бы полезно. Потому что гражданские институты, к сожалению, у нас пока не работают. Я надеюсь, что... Я, например, видел, какой резонанс твои посты вызвали, да? Хотя, в принципе, ты написала обычно адекватные вещи, но их никто не озвучивал, и поэтому у людей вот такая история возникла. Я считаю, что такая информационная работа, она необходима. Я не знаю, будешь ли ты ее вести, может кто-то другой будет вести, но что она должна быть целенаправлена, должна быть сфокусирована на этом, именно на защите себя. Эта информационная работа тоже должна вести. А мы, цитируя сенатора Арсена Фадзаева, всегда поддержим и покажем у себя в Инстаграме. Я на этой более-менее позитивной ноте завершу наш подкаст. Надеюсь, что Агунду мы еще не раз увидим у нас в подкасте. Надеюсь, что, может быть, когда-то появится и сугубо женский подкаст. Это тоже очень интересно. Всего хорошего, дорогие зрители. Надеюсь, вы поймете, о чем мы говорили. Я не увижу тех страшных комментариев, которые меня сейчас пугает Руслан. Я их не хочу видеть. Я рассчитываю на то, что мы в Осетии, у нас адекватный народ, и мы адекватные люди. Имейте право на защиту, добивайтесь этого. Спасибо большое.